Дефицит республиканского бюджета за первую половину 2015 года составил около 200 миллионов рублей. Это при доходной части в 10 с лишним миллиардов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила в Рио министра финансов Наталья Царева. По ее словам, большая часть поступлений – это дотации и субсидии. Треть доходов – налоги на прибыль и имущество. Тратили же бюджетные деньги в основном на реализацию госпрограмм в сфере образования, здравоохранения и социальной политики. На это ушло более 9 миллиардов рублей. Наталья Царева также отметила, что за полгода госдолг уменьшился на 80 миллионов рублей. Таким образом, до состояния на 1 июля 2015 года государственный долг составил 9 миллиардов 82 миллиона рублей, что соответствует статье 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Наибольшую долю в государственном долге составляют бюджетные кредиты, полученные от федерального бюджета, это 69,5%. Удельный вес кредитов, полученных от коммерческих организаций, составляет 29,8%. Члены правительства поручили доработать итоговый отчет и подготовить его к представлению парламенту. Отдельно остановились на ситуации в сфере здравоохранения. Сразу несколько больниц не перечисляли НДФЛ. В итоге долг превысил 70 миллионов рублей. В списке КБСП больницы Ардона, Дигары и Ильхотова. Сейчас с ситуацией разбираются. Сегодня же за исполнение майских указов отчитался в Рио министра образования и науки Алан Угоев. По его словам, темпы роста зарплат большинства профильных работников соответствуют целевым. Не достигнуты показатели лишь у работников дошкольного и общего образования. Отдельно обсуждали вопрос ликвидации очередей в детские сады. Республика получила транш в 139 миллионов рублей из федерального бюджета. При софинансировании на эти деньги можно открыть около 1200 новых мест. Однако именно с этим и возникла загвоздка. У большинства муниципалитетов таких денег нет. На сегодняшний день нам необходимо провести определенные переговоры по выделению дополнительных финансовых ресурсов из федерального министерства, а также в рамках наших возможностей нашего бюджета определиться по уровню софинансирования. В связи с этим необходимо провести переговоры с федеральным министерством на то, чтобы скорректировать как раз вот эти показатели. При этом, подчеркнул в Рио министра, даже если удастся открыть 1200 новых мест, в очереди все равно останутся почти 1500 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Нужно будет построить еще как минимум 8 детских садов. На это понадобится около миллиарда рублей. Сейчас республиканский Минобр ведет переговоры с федеральным ведомством о предоставлении еще одного транша. Яна Гайгиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.